Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Прокомментируйте текущую ситуацию по лесным пожарам на территории нашего региона. Доброе утро. Сегодня по территории республики действует 172 пожара, из них тушатся 68, локализовано 10, ликвидировано 20. К сожалению, вновь обнаружено еще 14 пожаров. На этих пожарах работает 4587 человек, 729 единиц техники. Знаете, что на днях прибыла военная техника нашего инженерного батальона. Техника военных работает в двух районах, это в Горном и Намском районе. Сегодня также по просьбе главы нашего региона Арсения Сергеевича Николаева планируется прибытие 200 спасателей МЧС Российской Федерации с города Москвы. Сегодня уже прибытие начинается, перевозка их с Мирного района мы ожидаем сегодня. И в срочном же порядке по 25 человек, 8 групп будут переброшены в населенные пункты, где угрожает лесной пожар. Лесные пожары угрожают в следующих населенных пунктах. Это Эргалях, Хараялах, Намском районе, Этыккөл, Татинском районе, Бесккөл, Горном районе, Кылае, Берия, Усалданском, Каракай, Хомустах, Верхневилюйском. Также в Кобяйском районе это населенные пункты Ситта, Сангар, Кальвица. И в Чурапчинском районе село Мельдяхсен. Отмечаем также работу районов, то, что районы работают на местах. Спасибо за мобилизационные силы, за местное население, которое работает на этих пожарах. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил обновить нормы противопожарных полос рядом с населенными пунктами. На заготовку сена в отдаленные участки выехали 108 мобильных бригад и работают порядка 30 тысяч человек. Газ придет в частные дома микрорайона Ханайдах в городе Ленске. Расскажем об этом подробнее. Накануне министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов провел заседание Федерального оперативного штаба по лесопожарной обстановке в стране. Министр оценил, что прохождение пожароопасного периода остается напряженным. Было поручено усилить мобилизацию ресурсов, в том числе организовать переброску сил из других регионов страны. Приоритетные задачи в борьбе с лесными пожарами поставлено снятие угроз для населенных пунктов и объектов экономики. Сегодня огонь представляет угрозу 13 населенным пунктам на территории 6 районов Якутии. Уточнена потребность республики в дополнительных ресурсах и дополнительных профессиональных кадрах. По поручению федерального министра данный вопрос будет решен в срочном порядке. Юрий Трутнев поручил обновить нормы противопожарных полос рядом с населенными пунктами в ДФО для обеспечения защищенности жителей и объектов инфраструктуры от пожаров и добиться их неукоснительного соблюдения в регионах, сказано в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. На заседании также обсуждалась организация работ по предотвращению распространения огня и тушению лесных пожаров на территории Якутии. Между тем, сегодня в Якутию дополнительно прибудут 2 самолета Б-200 и 200 спасателей МЧС для работы в населенных пунктах, которым угрожает огонь. Владимир Путин лично следит за ситуацией в республике. Он попросил передать слова благодарности и поддержки всем якутянам, особенно тем, кто борется с пожарами, сообщил Айсен Николаев.
Перейдем к новостям погоды. Сегодня в городе Якутске преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 30 градусов. Задымление будет наблюдаться в городе Якутске, а также в отдельных населенных пунктах Центральной, Заречной и Вилюйской группе улусов. В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении МЧС России рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности. К другим темам. В России впервые планируют внедрить для всех автомобилей карты спасения, что позволит эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах. Сейчас идет активное обсуждение стандарта представителями экстренных служб и производителями, специалисты которого подготовили первую редакцию данного ГОСТа. Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации карты спасения всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. Карта спасения, своего рода инструкция, будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии. На заготовку сена на отдаленные участки выехали 108 мобильных бригад. Работают порядка 30 тысяч человек. Общий планируемый объем заготовки сена мобильными бригадами на дальних сенокосных угодьях по республике составляет более 35 тысяч тонн. На указанные цели в утвержденном государственном бюджете республики на текущий год предусмотрены финансовые средства в размере 34 миллионов рублей. На 9 августа по республике скошено почти 22 тысячи гектаров сенокосных угодий. А в это время почти на 44% выполнен план по сенокосу в Хангаласском улусе. Скошено более 12 тысяч гектаров сенокосных угодий. Заготовлено 14 тысяч тонн сена. Хорошие темпы по сенозаготовке показывают 6 наслегов. Низкий процент выполнения плана у Немюгюнского и Бестягского наслегов. На отдаленные участки района на сенокос выехали 16 мобильных бригад. На сегодняшний день в Хангаласском улусе создано 20 мобильных бригад. Их план 3100 тонн сена. На сегодняшний день работает 16 мобильных бригад. Заготовлено 525 тонн сена. Данные бригады заготавливают сено в заречных участках улуса. Газ придет в частные дома микрорайона Ханайдах в городе Ленске. Почти 40 домов могли остаться без тепла, но совместными усилиями республиканских и городских властей этот вопрос решен положительно. Анна Кожевникова продолжит тему. 36 частных домов и одно общежитие могли остаться без отопления, так как ведомственная котельная Сахатранснефтегаз сбыта, снабжающая теплом микрорайон Ханайдах со следующего года будет приостановлено. Но благодаря тому, что Ленск попал в пилотный республиканский проект, этот жилой сектор будет газифицирован. Программа, участником которой стал Ленск, разработана в 2020 году и будет действовать до 2024. Газификация частных домов предусматривает возмещение денежных средств гражданам до 75% от понесенных затрат. Если газ к дому подведут, почему бы и газ не подключить? Как бы, не знаю. Как вы считаете, как лучше, когда свое стационарное отопление? Ну, невыгодно это, когда свое. А вот газ как-то подешевле будет. Как бы, если не будет центрального отопления. Ну, как бы и центральное тоже хорошо, но если не будет, его значит не будет. Как бы газ это нормально. Для компенсации необходимо подать заявление в письменной или электронной форме и документы, подтверждающие понесенные затраты в Агентство по развитию промышленного потенциала. Еще два важных условия. Дом должен быть индивидуальным жилищным строительством и претендент, не получавший субсидию через Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Жители Ханайдаха признаются, что давно ждали газ. Вот улица газифицирована, вот эта вот улица газифицирована. Я бы уже давно провел, если бы по программе можно было это делать. Затраты меньше, чем на котельные, но они еще и субсидии какие-то обещали. Даже летом бывает холодно, включил отопление. С владельцами частных домов уже побеседовали сотрудники администрации, объяснив, как будет проходить газификация. Жильцов общежития переселят в город. Большую работу
ведем с людьми. Я надеюсь, мы сейчас отработаем. Да, вот, у нас есть 4 месяца до конца года, и мы в следующем году планируем сначала провести газопроводы, а уже потом отработать по периоду на автономное отопление. Обозначилась проблема с финансированием проведения газовых сетей внутри микрорайона, хотя цена вопроса всего в 2,5 миллиона рублей. В этот пилотный проект помимо Ленска вошло 5 населенных пунктов Чурапчинского улуса, по одному в Вилюйском и Горном. Мы будем следить за этапами газифицирования и в дальнейшем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгеле второй год работает проект «Отряд мэра», в рамках которого юные нерюнгринцы пробуют себя в трудовой деятельности. В августе к работе приступили 16 ребят. Это дети из малоимущих и многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей и состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Продолжит Екатерина Павлова. В августе улицы города вновь запестрили ребятами в ярких жилетах с большими мусорными мешками в руках. Трудовой отряд мэра снова на охране чистоты любимого Нерюнгри. В этом году было подано около 450 заявок. Из них были отобраны дети из многодетных и малообеспеченных семей. К сожалению, в июле мы были вынуждены прекратить деятельность данного проекта в связи с требованиями Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановкой в городе. Сейчас мы работу возобновили. В отряде работают 16 человек, 16 молодых ребят от 14 до 17 лет. Все ребята устроены официально. Юноши и девушки отряда очищают город от мусора и благоустраивают его. Большой плюс к важности и нужности их работы для общества – это возможность для самих ребят заработать деньги на собственные нужды. Здесь я, чтобы помочь родителям, у меня вот сейчас родится ребенок, в семье, и я хочу сделать все, чтобы помочь своим родителям. Надо заработать денег, чтобы купить то, о чем я мечтаю, чтобы моя огромная мечта сбылась. Это возможность заработать деньги, также подружиться с коллективом, с новыми людьми, с друзьями, пообщаться и хорошо провести лето. По окончании работы ребята получат заработную плату в размере 18 тысяч рублей, зачисление от Центра занятости города Нерюнгри около 5 тысяч рублей и трудовые книжки с первыми записями. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Хорошего дня!